Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые пайщики. Мы решили раз в месяц, в общем, делать такую рубрику, где я вам дам полный отчет, сколько денег поступило по паевым, сколько квартир мы приобрели и сколько там автомобилей, да, например, количество расторгнутых договоров, либо количество новых договоров, чтобы вы предельно понимали, что у нас вообще в кооперативе происходит. На сегодняшний день у нас в кооперативе происходят некоторые изменения, вы знаете, по программам. То есть есть старые программы, есть новые программы. И вот по старой программе за июль месяц порядком 765 человек открыли договор в кооперативе, и по новой программе 57 договоров. Соответственно, поступление по паевым взносам – это, внимание, да, 507 миллионов 638 тысяч 820 тенге. Поступление по погашению. Погашение – это те люди, которые у нас взяли займ и возвращают его. Вы знаете, что у нас займ взяли свыше 1500 человек. Итого поступление по погашению у нас 66 миллионов 26 тысяч 120 тенге. А расторгнутые договора, то есть люди, которые приняли другое решение, что больше они не будут участвовать в кооперативе, их у нас вышли из кооператива 430 договоров, то есть вдвое меньше. Но эти 430 договоров мы что должны делать? Вернуть им их паи накопления и так далее. Поэтому вот эта сумма всех возвратных договоров за июль месяц составила 270 миллионов 793 тысячи 453 тенге. Это возвратные деньги. То есть, вот, например, все сейчас логически подумают, да, что поступило порядком свыше 570 миллионов тенге, и того, если даже делить по 10 миллионов на каждую квартиру, мы должны были приобрести 57 квартир, да? Но это у нас не произошло, внимание, но мы приобрели за июль месяц 53 квартиры. Сейчас объясню, почему так получилось. Мы вернули 270 миллионов, у нас осталось порядком 300 миллионов тенге, но у нас есть такое понятие, как выдача траншами. То есть мы договариваемся с продавцами квартир о том, что мы кооператив, у нас есть деньги, но они к нам поступают только каждый месяц от каждого пайщика. И эти деньги мы можем вам распределить траншами на 3, вплоть до 9 месяцев. То есть даже есть у нас продавцы, которые нам продают ее в рассрочку на 9 месяцев, скажем, да, и так далее. Итого количество выдач за июль месяц 53 квартиры, из них 29 квартир, 7 домов, 14 авто и 3 договора выделены на строительство недвижимости. Помните, да? Если у вас есть участки, вы можете взять займ на строительство. По траншам я вам объяснил. В принципе, на сегодня за июль месяц такая вот у нас картина. Дальше, иншаллах, мы хотим что сделать? На сайте теперь предыдущие месяца, то есть это сколько мы месяцев работали, за все предыдущие месяца сделать такой же отчет и вывести на сайт, чтобы вы могли в личном кабинете это все просмотреть. И дальше ежемесячно есть намерение вот таким образом вам объяснять, куда, что, сколько денег ушло, так как выдач будет еще больше, потому что, иншаллах, кооператив начнет строительство своих домов. Итак, объясню по поводу строительства, да, потому что люди сейчас недопонимают, как так будут строить дом. А строить дома будем для тех людей, которые уже ждут своей очереди. Мы им должны сейчас выдать, скажем, порядка 9 миллионов тенге, а у нас будет им такое предложение. Мы будем целый год строить дом. За этот год вы будете просто ждать, но те деньги, которые мы сейчас вам ежемесячно выдаем, мы их будем запускать на строительство дома этого. То есть ровно столько денег, сколько должен взять у нас пайщик.
Итого, если мы должны будем, например, только в Уральске выдать за август-сентябрь, ноябрь уральским пайщикам, скажем, на 500 миллионов тенге, то мы собираем, если один ЖК на 100 семей, 100 квартир, мы собираем 100 человек, которые хотят приобрести в ЖК в новом доме, и ихние деньги мы не выдаем, не покупаем квартиры. Мы ихние деньги будем расходовать на строительство домов. Вот таким образом мы будем уже нашим же пайщикам строить новые дома. Ну, соответственно, цена будет кооперативная, не рыночная. Это огромная будет разница. Спасибо большое. До встречи, иншаллах.